В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». Я ее ведущая Елена Лола. Здравствуйте. 2 сентября дружественная Абхазия Приднестровская Молдавская Республика отпраздновала 25-летие независимости. В Тирасполе прошел самый масштабный за всю историю Приднестровья военный парад. В этой связи мы решили поговорить о работе официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии и о непростой ситуации в Приднестровье. Но об этом чуть позже. А пока расскажем о наиболее заметных событиях, которые произошли на этой неделе. Для 25 960 детей 1 сентября начался новый учебный год, а для 2400 детишек впервые прозвучал школьный звонок. 170 школ страны открыли свои двери для учащихся, в их числе 2 новые – в селах Пакващ и Акваския. «Молодая Абхазия-2015» – военно-полевой патриотический лагерь с таким названием завершил свою работу. В течение 9 дней 80 молодых людей прошли ускоренный курс молодого бойца, ознакомились с армейской жизнью и получили уникальную возможность на практике использовать различные виды вооружения. С ребятами вели работу опытные военные инструкторы Министерства обороны Абхазии. Рицинский реликтовый национальный парк заработал в августе от продажи билетов более 52 миллионов рублей. А за 8 месяцев работы с 1 января по 31 августа Рицинский реликтовый национальный парк реализовал билеты на общую сумму 150 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Рицинского парка. Вопросам социально-экономического развития Абхазии была посвящена встреча премьер-министра Абхазии Артура Миквабия с вице-премьером России Александром Хлопониным, которая прошла 2 сентября в Москве. Александр Хлопонин заверил абхазскую сторону, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, заложенные в подписанных ранее российско-абхазских документах. Также была достигнута договоренность о проведении в Абхазии совместного форума по развитию туризма. С начала года Абхазия экспортировала в Россию товаров на сумму 3 миллиарда рублей, сообщил Интерфаксу премьер-министр страны Артур Миквабия. Среди товаров преобладает алкогольная продукция, в частности вино, а также различные овощи и фрукты, отметил премьер. Экспорт Абхазии в Россию составил 37% от импорта. Премьер-министр Абхазии также отметил большой приток туристов из России в республику в 2015 году. 2 сентября в Абхазии прошли мероприятия, посвященные 25-летней годовщине создания Приднестровской Молдавской Республики. Президент Рауль Хаджимба поздравил президента Приднестровья Евгения Шевчука с этой знаменательной датой. Можно с уверенностью сказать, что сегодня Приднестровское государство уверенно идет к намеченной цели, важной составляющей которой является стремление к укреплению всесторонних связей со странами мира, отмечается в частности в поздравлении президента. Для участия в праздничных мероприятиях в Сухум прибыла делегация из Приднестровья во главе с заместителем председателя правительства ПМР Виталием Улитко. В эти дни в Приднестровье находилась делегация из Абхазии во главе с вице-президентом Абхазии Виталием Габне, которая приняла участие в праздничных мероприятиях. В среду президент Рауль Хаджимба принял представителей провинции Коджаэли Турецкой Республики во главе с губернатором Ибрагимом Караусманоглу и главой администрации города Измит Навзатом Доганом. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества провинции Коджаэли с Абхазией в различных сферах. О необходимости укрепления экономических и торговых отношений с Турцией говорил Рауль Хаджимба. Гости рассказали главе государства о том, что в Коджаэле проживает около 30 тысяч абхазов. Активно функционирует абхазский культурный центр. Стороны также обсудили возможности культурного обмена. Об этом сообщает официальный сайт президента. Во время пребывания в Турции посол России в Абхазии Семен Григорьев посетил район компактного проживания этнических абхазов, город Сакария, и встретился с председателем Абхазского культурного центра города Уралом Бганба Кубаш. Абхазская диаспора в Турции полностью поддерживает развитие братских отношений между Россией и Абхазией, отметил Бганба. Посол также встретился в Стамбуле с полномочным представителем Абхазии в Турции Инаром Гизба. Встреча состоялась в рамках реализации статьи 4 Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, касающейся координации внешнеполитической деятельности сторон. Хуан Висенте Торреальба назначен чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Абхазии. С 2013 года по настоящее время он также является чрезвычайным и полномочным послом Венесуэлы в России. 3 сентября президент Абхазии Рауль Хаджимба принял от него верительные грамоты. На торжественной церемонии президент отметил важность углубления торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей между Абхазией и Венесуэлой. Для встречи с Раулем Хаджимба посла Венесуэлы принимали в Министерстве иностранных
иностранных дел республики. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Вячеслав Чирикба сообщил, что на рассмотрении венесуэльской стороны находятся 4 проекта межгосударственных соглашений в области образования, культуры и спорта, а также об отмене визового режима между странами. Несмотря на то, что посольство располагается в Москве, Абхазии будет оказываться всяческое содействие в любых вопросах, отметил посол. Венесуэла стала 3-м государством, признавшим независимость Абхазии и Южной Осетии, после России и Никарагуа. Это произошло 10 сентября 2009 года. 3 сентября в Сухуме состоялось заседание Ассоциации торгово-промышленных палат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В нем приняли участие более 35 представителей торгово-промышленных палат из разных округов России. Встреча прошла в форме дискуссии, главной целью которой, по заявлению организаторов мероприятия, был обмен опытом в области развития внешнеэкономических связей. На заседании, в частности, говорилось о том, что представители российского бизнес-сообщества мало знают об Абхазии и в каких сферах они могут сотрудничать с абхазскими коллегами. В свою очередь, министр экономики Абхазии Атгур Ардзинба рассказал об инвестиционных возможностях, о подготовке стратегии экономического развития до 2025 года и программах развития по отраслям. После заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ТПП Абхазии и ТПП Чеченской Республики. Участников заседания принял премьер-министр Абхазии Артур Миквабия. Абхазские врачи в скором будущем смогут проходить стажировку в медицинском университете Иордании. Об этом шла речь на встрече ректора Иорданского медицинского университета профессора Рами Ягана Маан с министром здравоохранения Абхазии Анзуром Гуовым в пятницу. Рами Яган известный в Иордании ученый, потомок древнего княжеского абхазского рода Маан. Уже во 2-й раз на родине предков. Главное для него передать опыт передовой восточной медицины абхазским медикам. В Абхазии образована еще одна политическая партия. На учредительном съезде 4 сентября фонд экспертного содействия «Айнар» был реорганизован в политическую партию. В ее структуре будет председатель, политический совет в составе 5 человек, возраст каждого из которых не превысит 40 лет. Председателем политсовета партии единогласно избран Тенгиз Джопуа. Главной своей целью вновь созданная политическая партия считает консолидацию общества и строительство экономически сильного государства. Мы будем готовиться к парламентским выборам. В 2017 году мы будем участвовать в выборах местных органов власти. То есть мы будем участвовать в политической жизни этой страны уже более активно, в новом качестве. Фонд тоже остается, фонд будет работать отдельно. Фонд экспертного содействия наполнен молодым, достаточно серьезным уже интеллектуальным потенциалом. Он, я думаю, что продолжит ту деятельность, которой до этого занимались уже мы. Это все события, которые запомнились нам на этой неделе, а теперь представим нашего гостя. В студии глава официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба. Мы решили поговорить с ним о том, чем занимается возглавляемое им представительство и как выживает дружественная Абхазии страна в условиях экономических санкций. Здравствуйте, Гарри Сергеевич. Здравствуйте. Абхазия вместе с Приднестровьем отмечали День образования ПМР. Давайте посмотрим, какие мероприятия, посвященные этому событию, происходили в Сухуме и в Тирасполе. 2 сентября 1990 года на чрезвычайном съезде народных депутатов было принято историческое решение об образовании Приднестровской Молдавской Республики. Ее независимость признали только 3 государства – Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. В Приднестровье 3 государственных языка – русский, молдавский язык на основе кириллицы и украинский. Население ПМР более 500 тысяч человек. По территории занимает 165 место в мире и составляет чуть более 4000 квадратных километров. Сегодня Приднестровская Молдавская Республика находится в экономической блокаде, так как на севере и востоке граничит с Украиной, на западе – с Молдавией. В Абхазии в День образования Приднестровья были проведены различные мероприятия. Для участия в них прибыла делегация из Тирасполя во главе с заместителем председателя правительства ПМР Виталием Улитко. Гостей принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. Взаимоотношения между нашими 2 странами успешно развиваются в политической, гуманитарной и культурной областях, подчеркнул президент. Я поздравляю вас и народ Приднестровья с 25-летием. И уверен, что у нас очень большие перспективы в отношениях, которые складываются уже давно, несомненно. Все это будет на пользу нашему народу. Делегация из Приднестровья приехала в Абхазию, чтобы рассказать и показать народу Абхазии историю становления независимой ПМР, сказал заместитель председателя правительства республики Виталий Улитко. Проживаем, конечно, в такой, можно сказать, среде агрессивной, но в то же время
самодостаточно и, в принципе, думаю, заслуживает уже давно мирового признания. За особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между двумя странами указом президента ПМР Евгения Шевчука президент Абхазии был награжден орденом за заслуги первой степени. После встречи с президентом заместитель председателя правительства Приднестровья рассказал журналистам о том, в каких направлениях развивается сотрудничество Абхазии и ПМР. Между двумя республиками подписано несколько соглашений в различных направлениях. Экономическое сотрудничество осложнено из-за политической ситуации в регионе, но активно развиваются контакты в сфере образования. С учетом признания Абхазии Российской Федерации есть возможности обмена по методологии образовательного процесса. Виталий Улитко рассказал о проблемах во внешнеэкономической деятельности Приднестровья и возможном развитии событий с учетом осложнения обстановки в регионе. У нас перекрыты поставки по импорту подакцизных товаров. Это привело к снижению доходов где-то по внешнеэкономической деятельности от 40 до 50%, что привело к тому, что мы не можем выполнять в полном объеме социальные свои обязательства. В ПМР развита металлургическая и текстильная промышленности. Работает знаменитый на весь мир виноконьячный завод. Однако нестабильная обстановка на Украине привела к потере рынка сбыта и сложностям с доставкой продукции в Европу. Народ ПМР рассчитывает на скорое международное признание республики. В кабинете министров была открыта фотовыставка, приуроченная к 25-летию Приднестровской Молдавской Республики, а также представлены монеты, которые выпускаются в Приднестровье. Делегация из Приднестровья встретилась со спикером парламента Абхазии Валерием Бганба и ректором АГУ Олегу Гварами. А вечером 2 сентября в ресторане «Магнолия» прошел официальный прием, посвященный 25-летию независимости. В праздничном мероприятии приняли участие президент Рауль Хаджимба, представители правительства и парламента, общественность. Несмотря на все те препоны, которые создаются сегодня, отношения Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики будут развиваться. Российская сторона, которая признала нас, содействует процессу становления нашего государства, и я не сомневаюсь в том, что такие же процессы будут в ближайшее время и в отношении Приднестровской Молдавской Республики. Абхазская делегация во главе с вице-президентом Виталием Габнем находилась с визитом в Приднестровской Молдавской Республике по случаю 25-летия со дня ее образования. Торжества, посвященные 25-летию независимости, начались с возложения цветов к памятнику погибшим защитникам республики. Венок от имени президента нашей страны возложила и абхазская делегация. На главной площади Тирасполя прошел военный парад, посвященный Дню образования Приднестровской Молдавской Республики. В Тирасполе во Дворце Республики прошло торжественное заседание. Сюда пришли главы и представители официальных делегаций, принимавшие участие в торжествах. Вице-президент Виталий Габня зачитал поздравительное послание от имени президента Абхазии. Направляю искренние поздравления по случаю 25-летия со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. 25-летний период, прошедший с того исторического дня, это жизнь целого поколения. Это героическая эпоха борьбы и созидания, время тяжелых потерь и выдающихся побед. Отмечая очередную годовщину образования Приднестровской Молдавской Республики, можно с уверенностью сказать, что сегодня Приднестровское государство уверенно идет к намеченной цели. Отрадно отметить, что между Абхазией и Приднестровьем по восходящей развиваются многоплановые отношения в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурной гуманитарных областях. Уверен, наше конструктивное партнерство будет и впредь служить делу укрепления связи между нашими народами. За время своего визита абхазская делегация провела ряд встреч. Посетила промышленное предприятие Тирасполя, музей бендерской трагедии и военно-исторический мемориальный комплекс в Бендерах. Амра Амичба, абхазское телевидение. Давайте сначала поговорим немного о вас. Вы военный человек, генерал-майор, 15 лет занимали должность заместителя министра обороны. Как так случилось, что вы стали вести дипломатическую деятельность? Как вы стали официальным представителем Приднестровья в Абхазии? У меня отношения с Приднестровской Молдавской Республикой начали складываться с 1988 года. На 5-летие Победы к нам приезжала представительная делегация военных. Мы познакомились, начали обмениваться делегациями. Вот с тех пор я каждый год практически ездил на все мероприятия в эту республику. Познакомился с руководством страны. И со временем президент Приднестровской Молдавской Республики предложил представлять их интересы в Абхазии. Но, являясь одновременно заместителем министра, это было, конечно, сложно. Два президента в 2006 году еще договорились о
о такой возможности, и вот я это предложение принял. Ну, В каком году это произошло? Это произошло 1 сентября 2009 года. Ну, по своей первой специальности я заканчивал когда-то педагогический институт, потом работал на партийной работе, поэтому несколько мне эта работа была немножко знакома. Расскажите о том, чем занимается ваше представительство, какую сейчас работу ведет конкретно? Представительство дипломатическое. Когда приезжают к нам какие-то делегации, мы организовываем их прием, сопровождение их. Кроме того, имеем тесные контакты с Министерством иностранных дел Республики Абхазия. Есть ряд подписанных соглашений, есть соглашения и договоры, которые готовятся. Мы оказываем содействие министерствам, ведомствам Приднестровской Республики в подготовке и проведении этих мероприятий. Кроме того, к нам обращаются граждане Приднестровья, которые бывают здесь на отдыхе или по другим делам, если возникают какие-то вопросы. Так получилось, что в последнее время обращаются не только граждане Приднестровья, но начали обращаться большое количество граждан Молдовы. В 1993 году было подписано базовое соглашение о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и ПМР. В развитии этого договора были подписаны межведомственные соглашения. Скажите, пожалуйста, удается ли их реализовывать, или они так и остались на бумаге? Немножко предыстории, чуть более подробно. Когда начались боевые действия, хотел бы я сказать, что в числе первых добровольцев, которые приехали в Абхазию, была небольшая группа численностью около 15 человек, опытных в прошлом военнослужащих специальных подразделений, приехали в Абхазию. В январе, 23 января 1993 года, когда Абхазия очень была сложна, президент Приднестровья прислал сюда небольшую группу политиков и специалистов. Политики занимались политическими вопросами, было подготовлено вот это соглашение, и соглашение было подписано дистанционно. Вторая группа людей – это специалисты, которые работали в Приднестровье в военно-промышленном комплексе. Они начали налаживать в Гудауте выпуск снаряда, выпуск какой-то специальной техники. Послевоенный период было, как вы уже отметили, подписано ряд соглашений, более 20 соглашений и договоров между министерствами, ведомствами, комитетами. Большая часть из них, они, конечно, работают. Между министерствами, скажем, культуры, комитетом по молодежной политике и спорту, между министерствами здравоохранения, социальной защиты, министерством юстиции, внутренних дел, вот есть определенные контакты, и министерство обменивается какими-то нормативными документами, обменивается делегациями. И практически на всех крупных мероприятиях, которые происходят в Тирасполе или в Сухуме, в Абхазии, приезжают делегации, пользуясь, скажем, участием в праздничных мероприятиях, они одновременно работают после этих праздников, изучают опыт друг друга. И я считаю, что это тот опыт, который накоплен, скажем, в Абхазии в определенной сфере или в Приднестровье, он помогает нам работать. Кроме того, установлены еще другие экономические отношения были. Я оговорился, почему были, потом позже скажу. Вот, скажем, курорт Пицунда последние годы, 2 года обеспечивали Приднестровское одно из предприятий, которое выпускает белье, по специальной цене отпускало им, и стоимость одного, скажем, комплекта белья стоила $10 с доставкой в Абхазию, когда цена в Абхазии в то время в 2 раза была больше. Сюда поставляли паркет, сюда поставляли, скажем, металл. Многие организации имеют торговые отношения. Но в последнее время эти отношения начали нарушаться в связи с тем, что вокруг Приднестровья установлена жесточайшая блокада, логистика осложнилась. И через территорию Украины, видимо, мы потом более подробно поговорим на эту тему, через территорию Украины сегодня очень сложно перемещать какие-то грузы. Скажите, еще вот какие экономические договоренности были между Абхазией и Приднестровьем до введения экономической блокады с Приднестровьем? Значит, в 1996 году в городе Тирасполе заместителем, вице-премьером Республики Абхазия Страничкиным
и министром экономического развития Приднестровья были подписаны ряд экономических соглашений и договоров. И в соответствии с этими планировалось на первом этапе, скажем, были предложения создать торговые дома, были предложения о том, что, скажем, часть сельскохозяйственной продукции Абхазии будет отгружаться в Тирасполь. С Тирасполя сюда тоже будет отгружаться продукция сельского хозяйства, продукция легкой промышленности. Но вот из-за тех осложнений, которые сегодня имеют место, есть трудности. Но при всем том, контакты даже в этой ситуации, они имеют место. Продукция, отдельная продукция по вину, там небольшая партия, вот, скажем, коньяков приднестровских, очень известных марок, они поставляются в Абхазию. В университете был разговор о том, что и неоднократно о том, что необходимо обмениваться студенческими группами. Хотелось бы отметить, что, скажем, двое преподавателей Приднестровского университета в свое время, последние годы, защищались здесь. Здесь летний лагерь студенческий на Пицунде проходил. Совместно отдыхали и работали студенты Приднестровья и студенты Абхазского государственного университета. Скажем, спортивные делегации Приднестровья принимают участие практически во всех крупных мероприятиях, соревнованиях, которые проводятся международных в Абхазии. Таким же образом, часто спортивные делегации Абхазии бывают в Тирасполе и других городах. Гарри Сергеевич, вы довольно часто бываете в Приднестровье, знаете о том, какая непростая ситуация там сложилась. А она непростая действительно, потому что из-за кризиса на Украине и географического положения республики она оказалась зажата в тиски как со стороны Молдовы, так и со стороны Украины. То есть республика оказалась в экономической блокаде. Тут еще и новый губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, дал приказ укрепить границу с Приднестровьем и запретить транзит грузов. Как республика выживает в этих непростых условиях? Вы знаете, вот даже в этой ситуации, сложной экономической ситуации, Приднестровье имеет определенные возможности продолжить те контракты, которые имеют со многими государствами. Они торгуют, скажем, через Молдову с многими государствами. Ранее, до такой жесткой блокады, она имела торговые отношения более чем с 80 странами мира. Торговали черным металлом с Америкой, Соединенными Штатами Америки, продукцией легкой промышленности, продукцией химической промышленности. Вот, скажем, очень интересный завод и предприятие в Приднестровье, завод «Электромаш», который выпускает генераторы для малых гидроэлектростанций и другая продукция. Вообще Приднестровье самодостаточная республика, и экономический потенциал очень большой. Если взять, скажем, период Советского Союза, когда Приднестровье входило в состав Молдовы, 85 где-то примерно процентов всей промышленной продукции выпускалось в Приднестровье. И поэтому Приднестровье активно работало. Да, сегодня те связи, которые были с Украиной, те связи экономические, которые были с Российской Федерацией, они несколько сократились. В частности, вот вы уже говорили об Украине. Украина усилила экономические санкции. Сегодня ни один гражданин мужского пола, житель Приднестровья, гражданин Российской Федерации на территорию Украины попасть не может. Соответственно, таким же образом не может попасть продукция. И вот та продукция, которая все-таки поступает каким-то образом на Украину, она проходит как продукция Молдовы. Экономические агенты вынуждены регистрироваться в Молдове, и как молдавская продукция, она попадает частично на Украину, попадает частично и на Российскую Федерацию. Но Молдова избирательно пропускает через свою территорию свою продукцию. Она в первую очередь, как бы защищая своих, скажем, сельхозпроизводителей, через свою территорию перестала пропускать сельхозпродукцию. На сегодняшний день в месяц около 40 миллионов долларов выплачивается на зарплаты и пенсии. Нужно выплачивать. А экономика Приднестровья сегодня может покрыть только
до 25 миллионов. Поэтому разница 15 миллионов образовывается дефицит. Социальная напряженность, она немножко присутствует. Это все делается для того, чтобы настроить население против властей. До 31 декабря Евросоюз этого года представляет определенные преференции для промышленности Приднестровья. Но с 1 января эти преференции прекратятся. Это тоже направлено на то, чтобы прижать окончательно Приднестровье. Властям Приднестровья предлагают изменить вектор отношений с Российской Федерацией. И в этом случае преференции будут продолжаться. Власти делают все для того, чтобы эту социальную напряженность снять. В первую очередь, конечно, помогает Российская Федерация. Каким образом идет помощь со стороны России? Ну, скажем, пенсионерам доплачивают частично пенсию и ежемесячно доплачивают. Как и в Абхазии, так и в Приднестровье можно провести параллель. Скажем, вот как комплексный план развития Абхазии существует, и таким же образом есть комплексный план развития Приднестровской Молдавской Республики. Согласно этого плана, это план евразийского интегрирования, согласно этого плана строятся объекты, в первую очередь приводятся в надлежащее состояние объекты социально-культурного назначения. Вообще приднестровцы никогда не мыслили себя вне России. Проводились ряд референдумов. Один из референдумов был в 1996 году, потом в 2006 году на референдуме, на котором абсолютное большинство населения приняло участие. Это где-то 92% населения приняло, 98% приняло население участие в референдуме, 92% населения проголосовало за вхождение в состав Российской Федерации. Я бы хотела, чтобы мы вернулись к экономической блокаде. Скажите, как вот крупные бюджетообразующие предприятия, такие как винно-коньячный завод, известный на весь мир, умудряются работать в этих условиях? Я читала в СМИ о том, что вот такие многие крупные предприятия, они под угрозой закрытия. Да. И в том числе и предприятия крупное в регионе по производству текстильной продукции. Есть предприятие, называется оно Тератекс. Предприятие, которое работало до последнего времени в трехсменном режиме, без выходных, без праздничных. Это предприятие выпускало текстиль. Вот они покупали сырье в Индии и в Узбекистане, хлопок, перерабатывался хлопок, и хлопчатобумажная ткань выпускалась там. И ткань она имела, или продукция это имела спрос не только в Приднестровье, не только, скажем, в постсоветском пространстве, но это текстиль шел в Европу, текстиль шел в другие страны. Сегодня власти Молдовы, конечно, пытаются полностью перекрыть, не допускать это предприятие на европейский рынок. Но я говорил о том, что экономические агенты вынуждены регистрироваться в Молдове. Часть доходов, которые получает это предприятие, она вынуждена отчисляет в бюджет Молдовы, и поэтому Молдова, не имея собственной продукции аналогичного направления, она идет по такому пути, что она пропускает. Но за счет этого вырастает себестоимость продукции. Есть Молдавский металлургический завод. Это крупнейший металлургический завод не только в Приднестровье и Молдавии, а вообще в Европе. Завод в последнее время практически встал, потому что часть сырья металлолома поступала с Украины, а Украина не пропускает на свою территорию. И второй момент, сырье, которое выпускалось отсюда, здесь, оно должно было идти через украинские порты морским путем, и сегодня такой возможности нет. По прогнозам Министерства социально-экономического развития Приднестровья, к январю 2016 года практически промышленность Приднестровья может полностью встать. Понятно, в таких условиях будет расти социальное недовольство. Скажите, вот сейчас нет ли оттока граждан из Приднестровья в другие страны? Отток, конечно, определенный есть. Есть безработица. Многие жители Приднестровья, особенно специалисты строительных профессий, они уезжали раньше на Украину. Украина была рядом.
5 дней работали на Украине, на 2 дня приезжали к себе домой. Это была дешевая рабочая сила для Украины. Но сегодня на Украину, я уже сказал, граждане России не могут попасть, но в Приднестровье проживают также и граждане Украины. Граждане Приднестровья, они украинцы. Это примерно третья часть населения, это около 180 тысяч человек. И часть из них работает на Украине, ну, скажем, поближе к своей границе. Другая часть, скажем, с молдавскими паспортами, они имеют возможность выезжать в Европу. На сегодняшний день где-то миграция составляет порядка, наверное, 3%. Тут же еще одна проблема возникает под угрозой снабжения российской миротворческой группировки. По сути, российские войска оказались тоже в экономической блокаде. Что это? Идет выдавливание миротворцев из ПМР при таком развитии событий? Какие ваши прогнозы? Миротворческая миссия проводится в Приднестровье более 20 лет. Это, наверное, пожалуй, самая успешная вообще миротворческая операция в мире. За 20 с чем-то лет не было ни одного случая гибели военнослужащего при исполнении служебных обязанностей. По договору, когда Российская Федерация вводила своих миротворцев, она имеет право содержать на территории Приднестровья порядка 2000 военнослужащих. Сегодня через Украину не стало возможным обеспечивать миротворческие силы необходимым вооружением, необходимой техникой, продуктами питания и так далее. На первом этапе начали завозить с Молдовы. Но и сегодня Молдова начала по поводу и без повода задерживать российских военнослужащих и депортировать через свои аэропорты в Российскую Федерацию. Это все, конечно, делается для того, чтобы прекратить миротворческую миссию, чтобы выдавить в первую очередь Россию. На каком-то этапе была небольшая возможность доставки продуктов питания, скажем, для военных через Украину. Буквально несколько дней тому назад должны были заменить вертолеты, которые находятся как вооружение у ГРВЗ, российской стороне не разрешили туда завозить. Вообще не разрешают, даже ни одного патрона не разрешают завозить. Конечно, есть сложности, большие сложности. Ваши прогнозы, чем это чревато? Руководство Приднестровья еще с первых дней, когда установлена была государственность, она рассматривала возможности, различные угрозы, которые возникали, и рассматривала возможности аналогичной ситуации. И всегда закладывались определенные неприкасаемые запасы. На сегодняшний день есть запасы по зерну более чем на 2 года, есть запасы по продуктам первой необходимости. И, конечно, идет здесь и поддержка не только своего населения, и в том числе и миротворцев, которые там в Приднестровье удержатся. Сможет она удержаться с помощью, конечно, и друзей. Вы знаете, вот могу сказать, в тот момент, когда Приднестровье экономически было сложно, а в Абхазии какая-то необходимость была несколько лет тому назад оказать Абхазии финансовую поддержку, приднестровцы перечислили несколько сот кредитных денег. Да, беспроцентный кредит. И, конечно, кредит был возвращен, но в ту минуту нужно было помочь, помогали. Таким же образом, я думаю, будет и поддержка молдовской стороны. Вот сегодня в составе абхазской делегации выезжали банковские работники, чтобы проработать вопрос. И я знаю о том, что состоялись очень интересные контакты между банковскими работниками нашими и там об открытии корреспондентских счетов в Абхазии и Приднестровье напрямую, чтобы перечисление денежных средств проходило не через Москву или через какие-то американские банки, а напрямую. Вы упомянули, и мы смотрели в сюжете, о том, что наша делегация во главе с вице-президентом принимала участие в праздничных мероприятиях. Что вам известно об инциденте, который произошел с нашей делегацией в аэропорту Кишинева? Когда делегация выезжала в Тирасполь, уже предполагали, что могут произойти какие-то инциденты. И прорабатывали разные вопросы. Но другого маршрута поездки в Тирасполь не было. Взяли билеты, прилетели. Когда улетали перед абхазской делегацией, за несколько часов выезжала делегация осетинская.
Их остановили во время пограничного контроля, составили документ и депортировали. Абхазская делегация смогла, в общем-то, пройти регистрацию, там поменяли билеты и так далее, пройти регистрацию. Они находились в самолете, и самолет уже запустил двигатели. Кто-то из сотрудников спецслужб все-таки узнал о том, что абхазская делегация, самолет остановили, вывели оттуда с самолета абхазскую делегацию, с ними провели соответствующую работу. Вот по тем данным, которые у меня есть, вице-президенту предложили выступить в средствах массовой информации с опровержением того, что якобы он говорил. Он говорил о том, что Абхазия будет поддерживать, Абхазия будет сотрудничать и так далее. Ну, конечно же, вице-президент отказался от всего этого. Они составили документ, оштрафовали, там билет по самолету летел, держали их более 2 часов. Им пришлось взять новые билеты, и было принято решение властями депортировать их. В течение 10 лет члены той делегации, которые выезжали туда, они персоны нон-грата, и попасть на территорию Молдовы не смогут. Я думаю, МИД Абхазии прореагирует на это, прореагирует и Межпарламентская ассамблея, куда Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье входят. Если такие дискриминационные меры будут приниматься в отношении этих государств и граждан этих государств, конечно, они должны защищать, эти органы должны защищать своих граждан. Так, вполне вероятно, что и ваши поездки в Приднестровье тоже могут оказаться под угрозой. Ну, я не исключаю. Да, я не исключаю. Гарри Сергеевич, спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы, и пожелаем народу Приднестровья процветания, мира, и будем надеяться, что эта республика тоже получит международное признание. Огромное спасибо за приглашение на сегодняшний эфир. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы поблагодарить руководство страны, всех тех, кто принимал активное участие в мероприятиях празднования, пожелать народу Абхазии мира. Абхазия сегодня признана рядом государств. Есть уверенность в том, что Абхазия будет вообще мировым сообществом признана. И надеюсь, что на флагштоке в Организации Объединенных Наций когда-то появятся наши флаги. Абхазии и Приднестровья. Самого доброго вам. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был глава официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба. Мы продолжаем выпуск. Фотовыставка «Два взгляда. Две страны» открылась в Сухуми накануне. На ней представлены работы Лии Гельдман из Израиля и известного в Абхазии фотографа Константина Грицова. На выставке побывали и наши корреспонденты. Фотографии, на которых вроде бы знакомые пейзажи и при этом не совсем узнаваемые, отличаются своей глубиной и индивидуальностью. Показать национальное разнообразие и взгляд на мир творческих людей – главная цель команды, создавшей проект «Отцвета нации». Ставший известным в Абхазии и за ее пределами, модный бренд Colors of Nation каждый раз удивляет своими идеями. На этот раз она запустила новый проект под названием «Два взгляда, две страны». Это такая одна из частей нашего большого проекта, то есть основная идея нашего проекта Colors of Nation – это донести до большой аудитории людей, то есть не только абхазской, а и российской, и зарубежной аудитории, информацию о том, что в Абхазии есть большое количество очень талантливых людей, фотографов и художников. И вот как раз одной из частей воплощения этой идеи является наша сегодняшняя выставка. В данном случае две страны – это Абхазия и Израиль, а два взгляда принадлежат фотографам Константину Грицову и Лии Гельдман. Последняя – гостья из Тель-Авива. Она не только фотограф, но и журналист и режиссер. С Абхазией меня связал проект Colors of Nation. Мы познакомились с девушками, когда они только начинали свой проект в Израиле. Они приехали в Израиль. А мы как раз тогда уже начали свой проект Be in Israel, который рассказывает как раз об Израиле. И им понравился наш проект. Лия Гельдман в Абхазии находится 4-й день, и все это время без устали колесит по Абхазии, фотографирует. Я люблю фотографировать людей, я люблю фотографировать моменты живые. То есть даже когда я фотографирую людей, я не делаю постановочные фотографии, я наоборот пытаюсь как-то или их влить в среду, или просто наблюдать за средой. И как-то передать ощущения и настроение. В ближайшем будущем мы увидим снимки, на которых отображена Абхазия взглядом израильского фотографа и Израиль глазами абхазского фотографа. Асида Малия, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.
Литературно-музыкальный спектакль, посвященный жизни и творчеству известной российской и кабардинской поэтессы Инны Кашежевой, прошел вчера в Государственном русском театре драмы. В программе вечера прозвучали популярные песни и стихи Инны в исполнении ведущих артистов Кабардино-Балкарской республики. На вечер памяти пришли министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия и министр культуры Кабардино-Балкарии Мухаддин Кумахов. Изящная, нереальная в своем хрупком и воздушном теле, с короткой мальчишеской стрижкой, ставшая благодаря своей индивидуальности и таланту символом целого поколения молодых поэтов России, Инна Кашежева покорила сердца миллионов читателей. Стихи, которые она сочиняла, казались такими же необыкновенными, как и она сама. Инна Кашежева написала свыше 100 стихов к песням, которые исполнялись во всем Советском Союзе. И ее песни пели от Зыкиной Людмилы до Лаймы Ваекули. Сегодня эта труппа приехала из Кабардино-Балкарии в Абхазию с особой миссией – познакомить абхазского зрителя с творчеством этой талантливой поэтессы. Сегодня в Абхазии мы представляем великолепную поэтессу Инну Кашежеву, чьи стихи оставили большой след в поэзии не только Кабардино-Балкарии, но и мировой поэзии. Сегодня время собирать камни посвящается жизни и творчеству этого великолепного человека, чьи стихи, я так думаю, будут жить вечно. Подготовка к литературно-музыкальному спектаклю «Время собирать камни» шла на протяжении многих месяцев. Его авторы постарались воплотить в жизнь все задуманные идеи. Ведущие артисты 2 театров, занятые в этом проекте, это лучшие актеры Кабардинского государственного драматического театра имени Алиши Генцукова и нашего музыкального театра. Артисты все, конечно, с трепетом относятся к ее творчеству, к ее личности, потому что неординарная личность. Очень талантливый человек. Сюжет спектакля не мог не заинтересовать зрителя. А пронизанные романтической традицией эпоса самые яркие строки поэтессы обращены к Кавказу. И я Кавказ, и я оттуда, где пахнет ледником роса, где мне дарованы 2 чуда, на мир взглянувшие глаза. Инны Кашежевой не стало в 2000 году, в возрасте 56 лет. У нее была тяжелая судьба. Ее светящиеся глаза и обворожительная улыбка навсегда запомнились тем, кому хоть раз посчастливилось ее увидеть. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Шахматный турнир, посвященный Дню Москвы под названием «Дом Москвы Open», открылся сегодня в Сухуми. В Абхазии этот турнир проходит впервые. В соревновании участвовали шахматисты не только из Абхазии, но и многих регионов России. За победу боролись более 50 спортсменов, от опытных гроссмейстеров до юных шахматистов. Победители турнира определятся завтра. Их ждут призы и памятные подарки. По инициативе Федерации шахмат Абхазии и руководства Дома Москвы в Абхазии решили сделать такой турнир ежегодный для наших детей со всей Абхазии, которые сюда приезжают, будут с радостью участвовать в этом турнире. Дом Москвы предусмотрел подарки для детей с символикой Москвы, кубки, медали, призы всяческие, и дети с удовольствием участвуют в этих турнирах. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до свидания.